Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сергей Азимий. Здравствуйте. Сегодня, 29 августа, во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в честь 33-летия государственной независимости Республики Таджикистан вручил государственные награды и присвоил звания представителям различных профессий, в деятельности которых имеются результаты, достойные почитания. Во Дворце нации президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в честь 33-летия государственной независимости Республики Таджикистан вручил государственные награды и присвоил звания представителям различных профессий, в деятельности которых имеются результаты, достойные почитания. Сначала президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравил присутствующих с 33-й годовщиной национального праздника государственной независимости Республики Таджикистан и подчеркнул, вручение наград в торжественной обстановке является символом уважения руководства государства к заслугам каждого человека. Вручение государственных наград также является признанием эффективной и примерной государственной и общественной, производственной, предпринимательской, творческой и культурной деятельности во имя укрепления государственной независимости, развития экономики и национальной культуры, укрепления мира и стабильности в обществе. В ходе своего выступления лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, особо подчеркнул весомые заслуги специалистов различных профессий, в том числе ученых и педагогов, врачей, поэтов и писателей, деятелей культуры и искусства, дипломатических работников, рабочих, строителей, земледельцев, предпринимателей, которые вносят достойный вклад в развитие нашей дорогой страны. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поделился своим мнением о реализации созидательных целей правительства Республики Таджикистан в течение 33 лет независимости и усилиях народа во имя развития промышленности, энергетики, транспорта, строительства и сельского хозяйства, с уверенностью заявил, что наш гордо настроенный народ и впредь вдвойне будет прилагать усилия во имя процветания Родины, развития государства, укрепления мира и спокойствия в каждой семье. После выступления главы государства большая группа активных представителей общественности, работников различных профессий была удостоена государственных наград и премий. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, на церемонии вручения государственных наград особо подчеркнул вклад дипломатических работников, в том числе чрезвычайных и полномочных послов Республики Таджикистан в различных странах мира с целью укрепления и расширения дипломатических отношений с зарубежными странами. Результатом такого почитания стало то, что сегодня 4 дипломатических работника были удостоены государственных наград за высокие трудовые достижения, плодотворную деятельность на государственной службе, развитие науки, культуры, других сфер национальной экономики. На этой церемонии более 200 человек получили от президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, государственные награды Республики Таджикистан. Указом президента Республики Таджикистан о награждении работников сферы науки, культуры, здравоохранения, производства товаров и услуг, местных органов государственной власти, других государственных служащих и предпринимателей за достойный вклад в развитие науки и культуры страны, охраны здоровья населения, плодотворную деятельность на государственной службе и высокие производственные и предпринимательские достижения в соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан ряд работников был удостоен государственных наград Республики Таджикистан. Один человек был удостоен почетного звания «Народный писатель Таджикистана», 3 человека почетного звания «Народный поэт Таджикистана», 1 человек почетного звания «Народный артист Таджикистана», 4 человека почетного звания «Заслуженный артист Таджикистана», 18 человек почетного звания «Заслуженный деятель Таджикистана», 3 человека удостоены ордена Шараф первой степени, 13 человек ордена Шараф второй степени, 112 человек медалей Хизмати Шоиста, 2 человека медалей Шафкат, 7 человек почетной грамоты Республики Таджикистан.
В соответствии с решением Комитета государственной премии Республики Таджикистан имени Абу Абдулло Рудаки в сфере литературы, искусства, архитектуры и журналистики в 2024 году утвержденным постановлением правительства Республики Таджикистан 6 человек удостоены государственной премии Республики Таджикистан имени Абу Абдулло Рудаки. На основании решения Комитета государственной премии Республики Таджикистан имени Абу Али ибн Сино в сфере науки и техники при правительстве Республики Таджикистан в 2024 году 2 человека удостоены государственной премии Республики Таджикистан имени Абу Али ибн Сино. В соответствии с решением Комитета государственной премии имени академика Бобуджона Гафурова в 2024 году 1 человек получил эту государственную награду. Правительство страны с первых дней обретения независимости социальную защиту населения, сферы науки, образования, здравоохранения и культуры объявило приоритетными направлениями своей политики. До сегодняшнего дня осуществляет все необходимые меры для улучшения условий труда и повышения уровня работников указанных сфер. Учреждение Государственной премии Республики Таджикистан для ученых и преподавателей естественных, точных и математических наук и принятие в новой редакции положения о премии имени Исмоили Сомони для молодых ученых, которые проделали заметные работы в сфере науки и техники, являются еще одним шагом правительства страны. На этот раз на церемонии вручения государственных наград 12 человек были удостоены премии Исмоили Сомони. Напомним, что 18 марта 2020 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на встрече с учеными страны с целью улучшения качества научных исследований во всех академических научных институтах и центрах предложил для стимулирования ученых и преподавателей естественных и математических наук учредить государственную премию и каждый год удостаивать ею 15 лучших ученых. Поэтому на церемонии вручения государственных наград 15 ученых и преподавателей естественных, точных и математических наук удостоились этой премии. В соответствии с решением Комитета премии президента Республики Таджикистан в сфере образования в 2024 году 7 человек стали лауреатами в сфере образования. Целью вручения премий является реализация государственной политики в сфере науки, образования и инноваций путем стимулирования ученых и преподавателей естественных, точных и математических наук и в целом развитие данных наук, способствование плодотворной деятельности ученых и преподавателей, повышение их статуса в обществе, совершенствование методов преподавания и изучения естественных, точных и математических наук школьниками и студентами. В конце церемонии вручения наград глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, еще раз искренне поздравил всех, кто за плодотворную деятельность в развитии общества удостоился государственных наград и с уверенностью заявил, что верные сыновья и дочери Родины и в дальнейшем всю свою интеллектуальную мощь, знания и опыт, мастерство и способности, свои усилия направят на еще большее благоустройство и развитие независимого Таджикистана, укрепление мира и спокойствия, политической стабильности, национального единства и повышение уровня благосостояния жителей страны. 29 августа под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства страны, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось заседание правительства Республики Таджикистан. 29 августа под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства страны, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось в Республике Таджикистан. На заседании вначале был заслушан отчет министра здравоохранения и социальной защиты населения Джамолиддина Абдуллозода о стратегии профилактики и контроля неинфекционных заболеваний и травматизма в Республике Таджикистан на период до 2040 года. Подчеркнуто, что стратегия определяет цели, задачи и приоритеты раннего выявления болезней, снижения уровня заболеваемости, снижения преждевременной смертности и инвалидности от неинфекционных заболеваний, улучшения качества жизни. Основными направлениями выполнения стратегии являются реализация таких мероприятий, как пропаганда принципов здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний среди населения. После рассмотрения этого вопроса
было принято постановление правительства Республики Таджикистан о стратегии профилактики и контроля неинфекционных заболеваний и травматизма в Республике Таджикистан на период до 2040 года. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал указания и поручения министерствам и ведомствам, исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Сагдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, городов и районов по реализации стратегии, принятию необходимых мер и представлению отчетов о ходе выполненных работ. Затем была принята национальная программа безопасности гражданской авиации Республики Таджикистан на 2025-2030 годы. Как сообщалось, целью программы является обеспечение безопасности пассажиров, летного состава, наземного персонала, защита объектов и инфраструктуры аэропорта, а также регулярная эффективность полетов международной гражданской авиации в Республике Таджикистан. Далее в ходе заседания были обсуждены и направлены в Маджлисе Намояндагон Маджлисе Оли Республики Таджикистан проекты ряда законов, в том числе проект закона Республики Таджикистан о единой государственной системе регистрации и учета правонарушений, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о финансовой аренде, лизинге. Принято соответствующее решение о создании государственного учреждения Национальный центр по реализации Парижского соглашения и о порядке назначения адресного социального пособия, определения его размера и малообеспеченных граждан в Республике Таджикистан. В конце заседания президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ответственным лицам указания по своевременной реализации стратегии государственных программ и других документов. Указания и наставления также были даны министерствам, ведомствам и исполнительным органам государственной власти областей, городов и районов в связи с началом нового учебного года и серьезной подготовкой к зимнему сезону. Также особое внимание было уделено расширению созидательных работ в честь национального праздника 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Сегодня в Душанбе состоялся первый конгресс Международной Федерации Гуштингири, в работе которого приняли участие представители из 60 стран мира. Участникам конгресса был продемонстрирован документальный фильм об истории и проведении региональных и международных соревнований высокого уровня, развитии и популяризации борьбы Гуштингири в стране и многих государствах мира. Затем состоялись выборы главы Международной Федерации Гуштингири. В начале выборов основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, был единогласно избран почетным президентом Международной Федерации Гуштингири. Лоик Бегиджонзода был избран президентом Международной Федерации Гуштингири. Заместителем избран Исфандиор Ходжаев, а генеральным секретарем Международной Федерации Гуштингири избран Абдулло Саид Ходжаев. 30-31 августа текущего года в городе Душанбе состоится первый чемпионат мира по национальной борьбе Гуштингири, на котором примут участие представители этого вида спорта из более 60 государств мира. Спортсмены будут соревноваться в 9 весовых категориях, в 3 весовых категориях среди женщин и 6 среди мужчин. По этому поводу утверждено соответствующее постановление председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали. Чемпионат на высоком уровне состоится в столичном комплексе «Дворец тенниса» и водных видов спорта. Тему продолжит Зумрат Файзиева. Грандиозное спортивное мероприятие «Чемпионат мира по национальной борьбе Гуштингири» пройдет впервые в истории независимого Таджикистана на мировом уровне. Чемпионат состоится 30-31 августа в столице страны Душанбе. Спортсмены со всех уголков мира съезжаются в Душанбе для участия в этом престижном мировом состязании. Гуштингири является символом стойкости, храбрости, силы, воли и мужества. Это истинный таджикский вид спорта, имеющий историю более 4000 лет. Талисманом первого чемпионата мира по Гуштингири выбран снежный барс. Спортсменам из разных стран мира, которые приехали на этот чемпионат в Душанбе, талисман пришелся по нраву. Чемпионат на высоком уровне состоится во дворце тенниса и комплексе водных видов спорта города Душанбе. В первом чемпионате мира по национальной борьбе Гуштингири спортсмены будут соревноваться в весовых категориях среди женщин и среди мужчин. Спортсменки из разных стран мира приехали в Таджикистан для участия в чемпионате.
Я приехала из Ирана, второй раз участвую в соревнованиях по гуштингири на мировом уровне. Таджикистан очень красивая и гостеприимная страна. Я надеюсь, что завоюю здесь медаль. Спортсмены усиленно тренируются и готовятся к этому престижному чемпионату по гуштингири. Уважаемые телезрители, это были все главные новости, подготовленные к этому часу нашими коллегами. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.